Отсутствие собратьев и ограниченные просторы нового вольера. Лесные бизоны все еще скучают по своим родным местам. Годовалых животных привезли из Усть-Ботомы. Федор Соломонов – единственный человек, с кем новые питомцы зоопарка успели подружиться. Его главный козырь – кормежка. Кормим сеном, кормикормом и геркулесом. И еще добавку ветки тальник даю. Через пару лет этих бизонов будет не узнать. Высота под 2 метра и вес добрая тонна. К тому времени у пары может появиться и потомство. Новоселы зоопарка, бизоны, Илюша и Саргуля пока к общению с посетителями не привыкли. Они в Орто-Дойду приехали всего 2 недели назад. А их предки впервые приехали в Якутию 10 лет назад. В мире бизонов осталось не более 4000. Это третий вид редких животных, которых пытаются возродить якутские биологи. Также в республику завезли яков и овцебыков. Многие посетители путают, да? Вот, например, скажем, ходят, овцебыков называют бизонами, да? А на самом деле это совершенно два разных вида. И теперь они стоят вот как бы вместе, практически рядом, да? И можно будет увидеть, насколько отличаются эти животные. И внешне, да, сразу видно, что вот где бизон, а где овцебык. Работников зоопарка Орто-Дойду ждет интересный летний сезон. Главный вопрос – как на новом месте Илюша и Саргуля перенесут знойные дни. Айна Винокурова, Максим Бурцев, Вести, Хангаласский район.